Трофей ЧВК «Вагнер» из штатной М4 американской армии. Прицела КОГ. Все маркировки. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan sejumlah senjata Ukraina yang disita saat invasi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu, 18 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan, militer Rusia menyebutkan inilah persenjataan yang jadi piala kecil yang disita dari pasukan Ukraina di Paraskovievka. Beberapa senjata yang ditunjukkan diantaranya senapan laras panjang hingga peluncur granat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris pada Sabtu 18 Februari 2023 menuding Rusia telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina. Dia juga menyebut pasukan Rusia telah melakukan serangan meluas dan sistemik terhadap penduduk sipil Ukraina. Трофей ЧВК «Вагнер» из поселка Парасковеевка. Есть интересные образцы. Во-первых, я лично впервые вижу среди трофеев револьверный гранатомет. Это иностранная, естественно, система. Меняется угол приклада, меняется угол прицела для ведения быстрого огня и по настильным траекториям, и навесам. Такие применяются сразу в нескольких натовских армиях, собственно говоря, и в американской в том числе. Используется, естественно, как отдельное оружие, это не подствольная система. Также продолжаем. Из интересного. Штатная М4 американской армии, прицела КОГ. Все маркировки именно армейские, это 100% армейский образец с режимом автоматического огня. Да, что интересно, на нем QR-код, который добавляется при передаче оружия со склада в действующую часть. То есть это оружие из тех первых поставок, которые для ускорения передачи украинской армии велись из действующих американских частей. Еще один образец на AR-платформе, достаточно дорогой, качественный вариант, это Daniel Defense. Но это огражданная винтовка, у нее нет автоматического режима огня, нет правительственных маркировок. Скорее всего, это оружие из поставок американской полиции, которая передает на Украину оружие и из своих оружеек, и то, которое было передано или сдано мирными жителями. Бренд 2, оружие, которое, соответственно, поставляет на Украину из Чехии, совместимое с магазином AR-платформы, то есть оружие натовского стандарта, достаточно легкое, здесь уже частично пластиковый корпус, в производстве оно дешевое, таких довольно много поставлено и в варианте карабина, и в варианте с длинным стволом на Украину в различные подразделения. Часто такие применяются в разведывательных и специальных подразделениях украинской армии. Почему и что в нем интересного? Приклад как бы необычный, он телескопический. Ну, в целом, если говорить об образце, в нем интересно достаточно многое. То есть за счет того, что это оружие не AR-платформы, а с газоотводным поршнем, здесь реализован складной приклад. Плюс в процессе производства, то есть это уже второе поколение Бренд 2. Здесь очень большое количество пластика, она относительно легкая для оружия подобной схемы. То есть, у нее перекидной затвор, можно и слева поставить, и справа. Да, переставляется ручка затвора, то есть он не двусторонний изначально, но под себя можно поставить на удобную руку для перезарядки. Затворная задержка и органы управления сделаны максимально похожими на AR-серию. Ну, то есть вот они, собственно, их можно посмотреть. И шахта магазина, ну и сам магазин, естественно. Что облегчает переход на это оружие тех, кто до этого использовал оружие на AR-платформе. Украинский вариант тюнинга автомата Калашникова, который достаточно массово шел в украинские войска до СВО. Что в нем характерного? Ну, это пластиковое цевье с планками Пикатини. Копия ФАБа, да? Да, в общем-то, это копия ФАБа. И это их вариант крепления оптики с сохранением нуля, которая крепится на винты. Она получается несъемным,
но в отличие от ласточкиного хвоста, ноль, соответственно, сохраняется в любом случае. Ну и Вообще фирма украинская Крон довольно много интересного тюнинга производит. да, это правда, потому что за 8 лет они действительно освоили многие варианты тюнинга от фирмы Крон. Обрати внимание на прицел. Ручка, аналогично приклад. Многое это же копии скопировано ФАБа, да? Да, это копии ФАБа, многое скопировано в целом многое они копируют с западных образцов. Прицел стоит штатной американской армии, и под них этот тюнинг, собственно, и делался. Среди трофеев ЧВК «Вагнер» американский основной пулемет, ну, собственно говоря, это М240, он же FN MAG, который является основным пулеметом под натовский калибр, под 7,62 на 51. Что здесь интересного, это уже модификация Б с телескопическим прикладом. Еще, что у одного из украинских бойцов были магазины, на которых нанесен значок Punisher. То есть человек, видимо, любил либо комиксы, либо одноименный фильм, либо считал себя каким-то аналогом американского морского котика, где значок Punisher является эмблемой одного из отрядов. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.